Удмуртская свадьба – это яркое действо в исконно-народном стиле, проводимое с соблюдением национальных верований и обычаев. Появление новой семьи всегда празднуется с размахом. Проводимые в период брачных торжеств обряды направлены на увеличение благосостояния новосозданной семьи, рождение здоровых, многочисленных детей. Что мне нравится в нашем обряде, это именно с Макарова. У меня мама с папой тоже ходили в фольклорный ансамбль, и вот это еще оттуда их обряд. Приходят гости, выкупают невесту, а хозяева просто так не дают, говорят, платите под воротами. Но у нас ворот нету, мы на сцену уже сделали, но лопату вот вытаскиваем, туда нужно денежки положить за невесту. По всему периметру двора стояли, чтобы гости не зашли. Ну, это может и для веселости, но, конечно, и вилы были, и все вот такое. Вот в Зябе меня племянница выходила замуж, там с вилами стоять. Ну, ворота тоже ломали, конечно, там сила какая-то вот присутствовала. В дом, конечно же, заходили, тоже, конечно, денежки просили, и в дом заходили всегда рюмка кумышки, хлеб с маслом или хлеб с медом. Вот у нас я вот всегда вот удивляюсь, почему сейчас гостей встречают перепечами. Ну, у нас вот в Волжском районе, мне кажется, это перепечь не самое такое главное. У нас вот хлеб с медом или хлеб с маслом. А сейчас вот уже все вот пошло, все на перепечи налегают. Ну, они угощают нас, ну ладно, заходите уже. Мы пить не приехали, нам нужна вилькен. Невесту вытаскивают тут невесту, открывают как бы платок, а там уже такая женщина в возрасте с муштуком, с сигаретой такой вот, да, с трубкой. О, говорим, это не наша, не наша. Да. Она говорит, да как, все, ходил ты к нам. Ну, вот это интересный самый момент. Вот. И потом уже поют песню, и выходит уже настоящая невеста. Manuel Zojigna Ugnuai, con Upon Auxotrona, Pujiaskino, Kojmano, can be got Всему Кутиману, Юсасма, Паня, Оксама, Черем, Вань, Вань, запасу, Кисиамы. Стросом кофты, Milям сотушки başlı. Oya Cemay, turuş yaş kotkay bokşo. Güzel kırcanı bata dineşekta kumanı koydu kusiye. Marle odiota vinayer, marle odkırcata kırcanes, vinayusa şolem nece, kırcasa melke jotişke, vinayusa şolem nece, kırcasa melke jotişke, marle udverata kelyasır, verate şolem ukçida, verasa verate koyulitos, verale kete tereto, Semes piușa verasa verate koyulitos, verale kete tereto. Şenike vadilla Çaplay malkenta пересядьте боксо. Ой, ну, дай меня ее не быстро. Эй, вам, Теперь запотты, тай с боксо шушу. И баш, ты пережина пересядьте боксо. Матолем лето, легеш пушашкает, эшонолем лето, милям гине шашками. Я тай зяра Вася, умоечка,
Как в экспедиции говорили, невеста не выходила всю свадьбу, сидела на кухне. Поэтому и говорят кухню кышнопал. Вот, и в свадьбе вот невеста не участвует. Там должна невеста плакать, такие вот песни поют грустные, чтобы она плакала только на свадьбе, чтобы все слезы выплакала, и чтобы семейная жизнь уже была без слез. Вот. И специально такие вот грустные песни поют. Ой, Мартуш, хіба ж ти світло, хіба ж ти Сначала свадьба была у невесты 3 дня, а потом где-то через неделю обычно, на следующей неделе, вот следующие 3 дня уже гуляли у жениха. Больше всего запомнились опять-таки специальные песни. Вот эти обрядовые, со стороны невесты одни песни поются, да, ведь со стороны жениха уже другие песни поются. И вот когда мы тоже были школьницами, мы все эти песни знали. Слова вот этих песен. На стороне жениха уже вот давали мелодию для этой, вот, продолжения этой свадьбы. Гости, которые пришли, просили у тех, которые принимают со стороны жениха, да, их мелодию, чтобы они спели музыку, вот мелодию со словами, называли они вот этот действо, можно, да, сказать, гуре пыралом. Гуре пыралом гурлы, вот так называлось. И вот специально они давали другие, вообще даже и советские песни, да, им предлагали, и они сидели, нет, нет, это не наша мелодия, потом не наша музыка, нам не годится. А когда уже своя звучала, вот эта свадебная мелодия, свадебная песня, они все вставали на скамейки за столами и начинали петь вот эту свадебную мелодию. Первый день он всегда более такой сдержанный, а второй день уже там веселятся так веселятся. И на стульях танцуют, на скамейках скамейки ломают, и петуха там ловят, поют его самогоном.
Ой, мивала, но милян волны щедвала, диважику мило, важе ее смывала, диважику мило, важе ее смывала. Такие воспоминания очень веселые. Это раз у меня, конечно, братья со стороны мужчины, вот там, конечно, как бы спокойнее. А вот со стороны же невесты уже там очень такие буйные идут гости. Они, конечно, и могли печку разобрать в бане, могли закрыть дымоход, когда блины пекли, могли барашка занести домой, могли корову, всякое вот такое. Ну, это, наверное, для веселости, что ли, больше не знаю я. Вот, но очень часто вот такие, постоянно, всегда. Каждая свадьба, это вот петух, это уже обязательно. Петуха занесут, напоят. Где-то петух, наверное, умирал, где-то оклемался, не знаю. А вот баранов тоже заносили, все вот такое было. И, ну, всегда вот бездельничали со стороны невесты. Где-то вот найдут прям вот такие для веников приготовленные, все это разберут по двору. Могут и поленницу скинуть. Вот всегда вот на стороже были, когда приезжали со стороны невесты. Невесту прячут, воруют уже на второй день. Невеста уже угощает гостей вином своим, вот этим вина, которые увезли на первый день к жениху. У жениха уже вот так. Ухватом поили тех, кто не хотел пригубить свадебное вино. Тоже вот это запомнилось. Потом вот 40-я бутыль, да, ведь называется. Специально невеста вытаскивает. Ну, вот мне мама тоже готовила специально в 20-литровом бутыле. Еще помню вот этот самогон. И вот этим самогоном потом перед уходом из дома своих гостей, да, из дома жениха уже, вот эта невестка уже давала вот из этого бутыля всем пригубить. Всех. А они вот давали уже монеты. Я помню, что невесте ни в коем случае нельзя было брать вот эти монеты руками. Руками. Она брала через фартук. Ну, чтобы не сглазили. Через деньги, чтобы сглаза не происходило. Вот это тоже очень интересно запомнилось. Свадьбы гремели осенью, как только заканчивалась уборка урожая. Сочетаться узами брака именно в этот период считалось наиболее благоприятной приметой. Свадьба, благословленная обильным урожаем прошедшего года, сулила благополучную сытную жизнь, многочисленное потомство. Какие-то обычаи устарели и почти забыты. Что-то утратило свой смысл, отброшено за ненадобностью.
Но освященная веками основа брачного обряда почитается, неуклонно соблюдаясь. Причем в последние годы все больше и больше молодоженов отдают дань наследию предков. Свадьбу проводят в удмуртском стиле. Это сейчас в тренде. Очень хорошо отношусь к этому. Вот раз я в ансамбле участвую, нас даже нанимали. Вот 2 раза мы ездили мы в Волково, ездили мы в Овош. Вот, участвовали вот в этом обряде, что именно по старине. Создание новой семьи всегда праздник, насыщенный самыми яркими эмоциями. Удмуртская свадьба с соблюдением старинных обычаев наполнена глубинным смыслом и способна многое рассказать о жизненном укладе народа. Все обычаи на удмуртской свадьбе имеют глубокое обрядовое значение или способствуют созданию необходимого настроя. К сожалению, многие традиции проведения торжества остались в прошлом, немного видоизменились, но основных правил придерживаются и по сей день. Связь поколений нельзя разорвать, народные обычаи и традиционные обряды не канули в лету, их жизнь продолжается.